Уже 30-й год в День пионерии в нашем районе проводится детский сабантуй. В этом году он был посвящен Году здоровья и активного долголетия. На праздник приехали гости из Уфы, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литературы Института развития и образования Фанзиль Саньяров и главный специалист Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Людмила Богуславская. Школьников поприветствовал глава района Альфир Сабиров. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте счастливы. Дерзайте, стремитесь идти вперед и всегда помните, что всегда для вас есть наш родной Каменск-Калининский район. Каждая школа по-своему украсила свою юрту. Комиссия обошла каждую и оценила яство и декор, а хозяева гостеприимно принимали всех гостей. Участники военно-патриотического клуба имени Мудариса Сулейманова привезли находки с раскопок из Ленинградской области. На десятиклассников Аиля Бикметова эта поездка произвела огромное впечатление. Вот инструменты. Это от карбюратора. Это тоже. Это от велосипеда. Вообще там окопы в основном. Окопы заваливало. Их надо было раскапывать. Глубина примерно метр. Ну, из-за корней тяжело копать, поэтому долго. Но в основном все лежит наверху. Патроны, очень много патронов там. Старомусинская школа гордится достижениями своих спортсменов. Украшением их юрты стали медали чемпионов России по тэквондо. Медали это у нас по тэквондо. Ученик 8 класса Нигматуллин Тимур и ученик 6 класса, то есть мой одноклассник, это Нигматуллин Вадим. Сабантуй – это красочный и веселый праздник, который не обходится без всевозможных конкурсов, игр и массовых гуляний. А на детском сабантуе даже веселее, чем на взрослых праздниках. Если старшие привыкли, чтобы их развлекали артисты, то дети прекрасно развлекают себя сами. И от желающих поучаствовать на конкурсах нет отбоя. Ведь детям хочется лично принять участие непременно на всех соревнованиях. Благо в этом году ребятам повезло с теплой погодой и свежим ветерком. Самым зрелищным моментом праздника стали соревнования юных батыров, которые боролись в 3 весовых категориях. Воспоминаниями о своем первом сабантуе с нами поделился бронзовый призер первенства республики по Куреш Данил Калмык. Самый первый сабантуй понравился. Я в классе 4, наверное, тогда был. Я первый раз поехал. Была такая веселая атмосфера. Мы тогда бороться толком не умели. Но в итоге там места заняли. Там у нас сначала борьба на поясах была, там с подножками. А потом уже чистый куреш, там вот такие вот броски примерно делали. И считай, я бороться не умел, когда занял 2 место, мне прям вообще весело было. У борцов своя особая атмосфера. Участие в различных чемпионатах для них, безусловно, важно. Но звание батыра, завоеванное на сабантуе, это другое. Лучших по району знают по именам даже люди, далекие от Куреш, и относятся к ним с большим уважением. По результатам соревнований победителями в своих категориях стали Булат Саляхуддинов, ученик Кабаковской школы, Руслан Карпов, ученик Прибельской школы, и абсолютным батыром стал Артур Аминев из Бишаул-Унгаровской школы. Проведение детского сабантуя – это добрая традиция, которая объединяет детей и взрослых, создает радостную, доброжелательную атмосферу дружбы и позитива. Участники сабантуя – это дети, которые весь год усердно трудились, совмещая учебу с участием в различных конкурсах и соревнованиях, где они достойно отстояли честь своих школ. Это подведение итогов всего года, наверное. Как вы год проводите? Отдых. На сабантуй, когда едешь, ты уже едешь сюда отдыхать. Уже точно знаешь, что уже год закончился учебный.